народов. Казахско-якутские литературные связи. Сначала обратимся к истории к 60-м годам. Эти годы стали этапом открытия якутской литературы для общесоюзного читателя. Под руководством Семена Данилова, народного поэта Якутии, возглавлявшего тогда Союз писателей, проводилась активная переводческая деятельность с якутского языка на языки народов Советского Союза и произведений писателей других народов страны на якутский язык. В эти годы наши классики впервые начали переводиться на русский язык. Многие якутские поэты вышли на широкую арену. В литературу дружно вступили молодые таланты. Семен Петрович очень уважительно относился к старшему поколению, среднему поколению, организовал учебу на высших литературных курсах, очень много сделал для воспитания молодого, начинающего поколения молодых писателей. Он много сделал для восстановления имен классиков якутской литературы и Платона Алексеевича Аюнского, оказал всемирную поддержку их последователям. Он очень хорошо понимал роль художественного перевода в развитии литературы, в развитии национальной литературы, организовал переводы Алан По на русский язык. Роль Семена Данилова подчеркнул один из старейших писателей, переводчик Кириллин. Хочу подчеркнуть, что дружбу литературы и писателей начинал сам Семен Петрович. Так, после второго Всероссийского съезда писателей в 1965 году делегация из 6 человек, возглавляемая Даниловым, съездила в Узбекистан, Киргизию и Казахстан, где проводились дни литературы. Ответный визит сделали писатели Киргизии, Казахстана, Башкирии, Тувы, Горно-Алтая, Украины, Хакасии, Карачаево-Черкесии, Иркутска и Читы. Так установилась эта добрая традиция. По приглашению Данилова приезжали в Якутск и большие русские писатели: Сергей Михалков, Сергей Смирнов, Владимир Солоухин, Константин Симонов, Антонина Коптяева, Николай Шульдик, Тихон Семушкин, Мустай Карим, Давид Кукуртинов, Заки Ноки и другие. Эту традицию направления продолжил его брат Сафрон Петрович Данилов. К сожалению, во времена перестройки многие литературные связи были разорваны. Но сейчас идет процесс восстановления, возрождения. Так у нас продолжается проект «Дружба литератур, дружба народов» под руководством Николая Алексеевича Лугинова, директора нашего музея, народного писателя Якутии. И сейчас мы говорим о казахско-якутских литературных связях. Классикам казахской литературы Ибрагимбеку Кунанбаеву, поэту, общественному деятелю, композитору, просветителю, философу, Жамбылы Жабаеву, народному поэту, акыну, подвижнику по укреплению дружбы казахского и якутского народа, лауреату премии имени Кулаковского, Калаубеку Турсункулову и многим другим почетным старейшинам казахской литературы, мы бы хотели особо остановить поэта Алжаса Сулейменова, чья книга «Песни Кумана», избранное стихотворение, недавно вышла в издательстве «Бичи». Творческий путь Алжаса Сулейменова: поэт, писатель, исследователь, дипломат, общественный деятель. Первоначальную известность получил как автор лингвистических исследований. Первые его стихи увидели свет в литературной газете. Успех пришел к нему через 2 года, когда книга он обращает внимание на многочисленные заимствования из тюркского языка, формулирует предположение о родстве казахов и древних шумеров. Книга вызвала
автор идеи издания, пробудила в нас интерес к своей истории. Правильно распознавать подлинные, скрытые, а то и намеренно искаженные исторические факты. Исхана подчеркивает, в этот тяжелейший период путеводной звездой, которая указывала на исторической реальности, стала книга Алжаса Сулейменова «Ас и я». Так он стал моим учителем. Самое главное, он научил меня читать мысли, которые глубоко запрятаны между строк. Во всякое время молодой человек становится самостоятельным мыслителем только тогда, когда обретает своего учителя, который ведет его по лабиринту познаний и указывает ему верное направление, учит распознавать скрытые истины. И сегодня мы представляем книгу Алжаса Сулейменова «Учителя» из 60 стихов на 2 языках, русском и якутском. В переводе эти избраны на якутском языке. Итак, слово представляется составителю, народному писателю Якутии Николаю Алексеевичу Логинову. Пожалуйста, Николай Алексеевич. Добрый день. Мне очень приятно сегодня видеть родные лица. В частности, Даулет Кирея я видел. А было время, тесно мы сотрудничали с писателями разных республик, ныне стран. В то время общение писательскими делегациями это было огромным достижением того времени, но отзвук этого явления отзывается до сих пор, потому что эти мероприятия, эти поездки охватывали самые широкие слои населения. Писательские делегации могли посетить дальние районы и очень хорошо до сих пор. Но из многих таких личностей, которые были организаторами этого выдающегося явления, мы должны во все времена отмечать личность Калаубека Турсункулова. Это выдающийся собиратель тюркской культуры, тюркской общественной и государственной мысли. Это удивительный был человек. Его деятельность распространена была не только к нам, но и с другими республиками тоже. Но, тем не менее, Якутия занимала в его планах, в его работе особое место. Калаубек Турсункулов много раз приезжал к нам и нас в то же время принимал в Алмате. И лично он провожал по всем своим этим
по всем своим территориям. Я вот действительно в последнее время нам нечем хвалиться, но мы в прошлом году сумели издать книгу Алжаса Сулейменова «Песня Кумана». Вот эта книга Алжас Сулейменов сам подобрал 60 стихотворений, шумерское число. Сам он усмехнулся, отправляя эти стихи. И вот мы организовали перевод этих стихотворений. Они получились очень интересно. И вот мы издали эту книгу на 2 языках, русском и якутском. И, конечно, мы очень рады бы вручить Алжасу Сулейменову вот эту книгу, но что-то с адресами у нас непорядок, поэтому мы потерялись. Вот в последнее время мы долгие годы вообще потеряли связи с писателями Казахстана. Но вот в позапрошлом году Даулет Кирей приезжал к нам в составе делегации, которая приехала на фестиваль. И вот в этом году Саят Камшигер приехал. Мы, конечно, обрадовались. И вот я думаю, что тут со мной сидит Николай Егорович Винокуров, Урсун. Он много раз принимал делегации разных республик, и он досконально все помнит, и об этом он написал в своих дневниках, и ничего из его внимания не теряется. Поэтому я думаю, что он тоже расскажет. Спасибо. Спасибо большое, Николай Алексеевич. Мы обязательно дадим слово Николаю Егоровичу. А сейчас мы предоставляем слово нашим почетным гостям из Казахстана, заслуженному деятелю культуры Казахстана, доктору филологических наук, лауреату Международной литературной премии «Алаш», Государственной молодежной премии «Дарын» Капулы Даулет Кирею. Пожалуйста. Түсінбеген аударасыз. Армысыздар, құрметті ағайындар, мына Николай Булгинов мырза, барлықтарыңызға дұғай сәлем. Гүлжан ханым, қалайсыздар, амансыздар ма? Менің тілімді түрік тілдестер бір-бірін түрікше түсінген кезде біз мықты боламыз. Мынау Сақа халқымен, Сақа жұртымен біз ертеден араласқанымыз, жаңа Николай Булгинов мырза айтып кетті. Қалаубек Тұрсынқұлов 1982 жылы якут тіліндегі өлең жырларды, прозалардың барлығын қазақша аударып, Лена толқындар деген кітап шығарған Алматыдан. Кейін 83 жылы осы Якут қаласында якут тілінде домбыра сазы деген біздің Шерхан Мұртаза, Оралхан Бөкеевтерден тартып ақын-жазушыларымыздың шығармалары шыққан. Жаңа Николай мырзаның айтып отырғаны рас, бізде арамызда байланыс үзіліп қалды. Қазір енді бірнеше жылдың көлемі болды. Мына Семен Даниловтың атындағы поэзия фестиваліне барғанымызда біздің Оразай Тұрсынай Оразбаева, Құралай Омар, одан кейін мен бардым, биыл Саят барды. Бір жақсы байланыс орнап келе жатыр. Біздің Астанадағы әдеби форумдарға Якут жазушылар одағының төрайымы, мемлекеттік сыйлықты алған Наталья Харлампиева, жаңағы Габриэл Андрос ағайындарымыздың барлығы келіп көріп, біздің байланысымыз қайтадан жанданып келе жатыр. Енді мына жерде біз өткенде сәлем айттық, бұйырса
якут поэзиясының антологиясы Ойонскийден бастап қазір аударып дайындап кітап етуге дайындап отырмыз. Бұйырса келесі жылы халықаралық евразиялық кітап фестивалінде көрмесінде ол кітаптың тұсаукесерін жасаймыз. Екінші, Николай Данилов мырзаның, Лугинов мырзаның біз осында Шыңғысхан романының аудармасын жасап, қазір баспаға бірінші, екінші кітап берілді. Сол аударып жатқан қазақтың үлкен жазушысы, көрнекті қаламгер, аудармашы Өтен ағамыз келіп отыр осында. Өтен ағамыз қазір осы Шыңғысхан романы туралы бір ауыз айтып берсе сіздерге. Әрине орысша айтады сіздерге бұл кісі. Ассалаумағалейкум, бауырлар. На самом деле считаю себя счастливым человеком. Почему? Потому что, во-первых, я узнал о Николае Лугинове, прекрасном писателе, которого, я думаю, уже весь мир знает как талантливого художника слова. Посчастливилось ознакомиться его прекрасным романом о Чингисхане, который состоит из 3 томов сегодня. По крайней мере, я имею в моих руках 3 тома имеется. Я занялся переводом этой книги и сейчас практически заканчиваю. Первые 2 тома в издательстве печатаются. Что меня удивило? Удивило то, что когда я читаю эту книгу, когда ознакомился с этой книгой, у меня такое впечатление, что автором этой книги является наш родной казах. Как будто казахским автором написано. И все, что там описывается, образы героев, их поведение, их поступки, вот, все напоминает о том, что это происходит в среде казахов. Потом еще я такой посыл заметил. Прекрасный автор, он не разделяет монголов с тюрками. Наоборот, устами Чингисхана говорит, что тюрки – это наши великие предки. Это меня на самом деле поразило, потому что сейчас столько разговоров насчет того, что Монголия, значит, другая нация, турки и другие. А здесь трактуется совсем по-другому, что нас он не разделяет. Мы единый народ, единая нация, мы все тюрки. Это мне очень сильно поразило. Поэтому я с удовольствием читал, с удовольствием сейчас работаю над этой книгой. Считаю, что эту книгу наши казахские читатели воспримут с радостью. И будет очень читаемая книга. Сосын мен айтыңыз, поэзиясының антологиясын жасап жатырмыз. Бұйырса сол 2 кітаптың тұсаукесеріне шақырамыз қонақтар. Да, он мне подсказывает, что на самом деле наша связь с вами уже давно существует. Я знаю, что еще при советское время вот наши старшие братья ездили к вам, знакомились с вашим бытом жизни. Вот. И сейчас эта традиция, которая на короткое время была прервана, сейчас заново зарождается. Издается уже антология якутской поэзии, и будет презентация, и вы будете приглашены на эту презентацию. Я с удовольствием бы поехал, с огромным удовольствием, и это будет огромным счастьем вот сидеть за одним столом и говорить, проникновенно говорить о глубинных связях наших народов. Хотя мы разбросаны на тысячи километров, но мы сохранили единство души, единство духа и главные философские и моральные устои наших древних предков. Спасибо. Вот этот вот прекрасный дух, оптимистичный дух тюрков присутствует
вашей книге. Там большая любовь, очень большая любовь, обширная любовь. Это отражено в вашей книге. Это просто поразительно. Такая оптимистичная книга, просто радуешься, когда читаешь. Спасибо. 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 А сейчас, если можно, если речь зашла о романе Николая Алексеевича, мы, может, покажем сейчас небольшой трейлер по фильму «По велению Чингисхана», с вашего позволения. Это был международный проект, вы, наверное, конечно, тоже слышали о нем. Значит, это сделал прорыв якутскому кино на международный рынок. Сейчас мы его покажем. Ага. Пожалуйста, посмотрите. Сейчас чуть-чуть небольшая техническая это. И сейчас посмотрим великолепный трейлер к фильму по роману Николая Алексеевича. Он хотел стать отцом, но стал воином. Он стремился сохранить дружбу, но сразил в бою брата. Он нес людям мир огнем и мечом. Небо знает, я знаю. И ты узнаешь. Мы посмотрели этот великолепный трейлер к фильму «По велению Чингисхана». И сейчас, если можно, мы продолжим наше мероприятие. Еще раз здравствуйте, уважаемые участники нашей встречи. И даже просто в начале встречи я хотела бы сказать, что сама тоже была в Казахстане, в Алмате. И ассоциации такие, что там очень красиво, там красивая природа. Я была в Алмате, красивый город Алмата и, конечно, прекрасные, красивые, очень приветливые люди. И сейчас мы предоставим вам небольшую такую презентацию именно по казахско-якутским литературным связям. Она такая будет небольшая, и, пожалуйста, просим посмотреть. Так. Вначале, сейчас у нас включится все. Текст. Отпечатать надо. Текст не нужен. Вот этого. Так, в начале презентации хотелось бы сказать об основоположниках двух советских литератур, активных борцах за советскую власть, казаки Сакен Сейфуллин и наш Платон Аюцкий. Оба были поэтами революции, их творчество Оба были борцами за революцию, оба внесли неоценимый вклад в развитие советской национальной республик, были выдающимися писателями и крупными общественными и государственными деятелями, руководителями республик. До конца дней своих отдали жизнь служению народу. Трагическая судьба, к сожалению, постигла обоих. Оба в конце 30-х годов были репрессированы. Дальше, конечно, если у нас встреча именно казахско-якутские связи, то мы, конечно, могли бы сказать несколько слов о Максиме Амосове. Политический и государственный деятель, выдающийся сын якутского народа, который в начале 30-х годов был направлен в Казахстан, в 1932-1936 работал первым секретарем Западного и Северного казахстанского обкомов ВКПБ.
И я немножко, так как у нас все-таки литературная встреча, да, я хочу сказать немножко о книге легендарный «Максим. Страницы жизни» Максима Амосова, которую выпустил Азгадулла Хамидуллин в 1988 году. И мы говорим, что это была первая книга о Максиме Кировиче Амосове на русском языке. Немножко скажу еще об одном замечательном писателе Семене Степановиче Яковлеве и Эрелике Рестине, который в 1934-1935 году впервые выехал в творческую командировку в Казахстан и под впечатлением этой поездки создал интересную повесть «Сыны революции». В ней Эрелик Рестин в образах казахских сирот Абдуркулы и Мундербека Арунбаевых разрабатывал тему борьбы ранее угнетенных народов за советскую власть. Вот. И хотелось бы сказать, что вот именно Эрелика Рестина сравнивают с Николаем Островским. Говорят, что это человек именно корчагинской закалки, потому что он тоже ослеп, и практически вот последний роман «Марокчанские ребята» он писал уже, будучи уже слепым, да, поэтому как бы всегда его сразу понимают и с Николаем Островским, да. Вот, дальше, значит, дальше, вот эта книга Эрелика Рестин, которая была создана И потом сразу, значит, я хочу сказать, что значит, узы дружбы казахского и якутского народов, проложенные замечательными якутскими прозаиками Эреликом Рестиным, имели плодотворное продолжение. Братская дружба казахского и якутских народов и их литератур особенно сильно укрепилась, когда Союз писателей Якутии возглавлял народный поэт Якутии Семен Петрович Данилов. Ну, об этом сказала Анна Ивановна очень хорошо, да. Мы называем даже этот век, когда он и Сафрон Петрович возглавляли Союз писателей, называем даже золотым веком якутской литературы, потому что вновь возродились классики нашей литературы, Кулаковский, Неустроев, Сафронов, и было очень много мероприятий именно под их девизом «Дружба литературы, дружба народов». Вот под таким девизом работали, значит, Союз писателей. И, значит, мы очень гордимся своими земляками, которые получили из Казахстана такую высокую награду, стали лауреатами международной литературной премии «Алаш», которую учредил Союз писателей Казахстана. И очень отрадно, конечно, что эту премию получил Михаил Ефимович Николаев, первый президент нашей республики. Получили, значит, народные поэты Савва Иванович Тарасов, Моисей Дмитриевич Ефимов, Семен Титович Руфов, народный писатель. Дора Егоровна Васильева стала лауреатом этой премии. Она доктор филологических наук, известный критик, литературовед. Вот. Дальше премию «Алаш», очень престижную премию «Алаш» получили Николай Алексеевич Лугунов, народный писатель Якутии, Николай Егорович Винокуров, Урсун, лауреат государственной премии имени Платона Аюнского, Наталья Ивановна Харлампиева, Дмитрий Васильевич Кириллин. Вот. На якутском и русском языках наши читатели могут познакомиться с такими произведениями, с книгами Джамбула Джабаева, Алжаса Сулейменова, Халаубека Турсункулова, Мухтара Ауэзова, Турсынай Орузбаевой. Вот. И я сейчас немножко остановлюсь тоже, потому что вот каждый из нас даже как бы не может не остановиться именно на имени этого человека, это Халаубек Турсункулов. Я читала его роман, значит, «Пароль. Здравствуй, Якутия», и он начинает его словами: «Поездка к далеким братьям». Вот. И, значит, у нас пользуются большим успехом вот его книги. Вот это очень редкие хорошие фотографии у нас есть. Это Халаубек Турсункулов стоит с Василием Андреевичем Прододьяконом в нашем литературном музее. Здесь он стоит с писателем Новиковым, Курастыровым, да. Вот его книга «Сардана и тюльпан». И, естественно, ну, еще хочу сказать, что Халаубек Турсункулов, он был награжден, значит, он стал лауреатом премии имени Алексея Алексеевича Кулаковского, да,
я даже могу зачитать, указом президента республики, значит, Турсункулову Калаубеку Кудайбергеновичу присуждена государственная премия Республики Саха-Якутия имени Кулаковского за выдающуюся подвижническую деятельность по укреплению традиционной дружбы казахского народа и народа Саха. Большой личный вклад в установление экономических и культурных связей между Республикой Казахстан и Республикой Саха-Якутия. Указ подписан нашим первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. И, конечно, говоря сегодня о казахско-литературных связях, мы не можем упомянуть имя поэтессы Турсунай Оразбаевой. Ее знают и помнят, я думаю, что во многих уголках нашей большой республики. Она не раз приезжала в Якутию, была во многих районах. Творческие люди республики помнят и любят ее. И самое интересное, что это уже как легенда, что она была названной дочерью патриарха якутской литературы Дмитрия Коновича Сивцева Сорона Малона. В Черкехе, на родине Платона Аюнского, есть беседка Турсунай. Поэтесса обогатила литературу о Якутии поэтическими средствами выражения, как пишут как литературоведы. Так, и вот ее фотографии. Это вот она. Она является заслуженным работником культуры Республики Саха-Якутия. И, конечно, имеет очень много других наград. И вот я уже завершаю свое небольшое выступление, такой небольшой обзор, да. И, значит, вот очень много информации я почерпнула из книги лауреата премии «Алаш» Дуры Егоровны Васильевой, докторскую диссертацию по теме национальной и общечеловеческой в якутской литературе. Она защищала в Казахстане, в городе Алма-Ата, в Академии наук Республики Казахстан, в Институте литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова. Вот. И что еще? И хочу завершить свой такой небольшой экскурс словами из книги, которые хранятся у нас, книги отзывов, которую оставил именно от имени казахских писателей Калаубек Турсункулов. Делегация казахских писателей, значит, посетить дом-музей незабвенного Платона Аюнского давно было нашим желанием, и оно осуществилось. Спасибо Союзу писателей Якутии. Спасибо. Ой, Господи. Так. Ну, и очень интересно, как куда-то. Так, извиняюсь. Делегация казахских. Посетить дом-музей незабвенного Платона Аюнского давно было нашим желанием, и оно осуществилось. Спасибо Союзу писателей Якутии за заботу о памяти выдающегося общественного деятеля и писателя древнего и вечно молодого якутского народа от имени казахских писателей Турсункулов Калаубек. Спасибо за внимание. Так, теперь, значит, нам надо посмотреть, появился ли у нас Саят Камшидер. Можем посмотреть в участниках. Он говорил, что он, значит, немножко подойдет с небольшим опозданием. Саят, вы есть на связи? Пока нету, да? Вот он немножко вот звонил и говорил, что он немножко задерживается. Так, тогда я вот, прежде чем дать нашему аксакалу Николаю Егоровичу Урсуну, я вот вижу, что у нас есть участников. Из участников может кто-то выскажется по поводу нашей. Марат Дюсинаевич, может, вы скажете несколько слов? Марат Дюсинаевич. Да. Может, вы скажете несколько слов сегодня о встрече именно литературного музея? Ассаламу алейкум, ағайындар. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, якутяне. Приветствую вас всех на этой встрече от якутских казахов. Я с 90-го года здесь живу, в Якутии, работаю. И вот Зоя Скар, наверное, слышали про это, да? Зоя Скар председателем была, после нее я был. Вот сейчас из-за того, что я муниципальный служащий, нельзя заниматься этими работами общественными. Поэтому я как член общественной организации «Алатау»,
Республики Саха-Якутия. Рад приветствовать наших вот аксакалов. Но вот сейчас вот отзыв прочитал, 72 год, это я первый класс прошел, когда были встречи писателей Якутии и Казахстана. Да, мы, к сожалению, сейчас уже по-казахски плохо читаем, когда-то учили в школе. Вот. Все в основном общение у нас русскоязычное. Вот. Больше же сахалы слушаем, говорим, чем по-казахски. Вот. Ну, так сложилась судьба, что мы оказались здесь. Вот тоже у нас присутствует Гульжана Ганерова, это наша сестренка. Вот. Казахов не так много здесь, в Якутии, но есть. Работаем, живем по благо республики. Это наша вторая родина. Всем желаю здоровья, счастья, успехов творческих. Спасибо. Я забыла вам сказать, какую должность занимает. Это заместитель главы Хангаласского улуса, одного из самых наших крупных, самых влиятельных улусов. Нет, ой, я извиняюсь, конечно, не заместитель главы. Я был заместителем главы Покровска. Сейчас я главный специалист администрации. Я не заместитель, я специалист. В телефоне вышла зам главы Хангаласского улуса. Ну, спасибо за доверие. Значит, будете. Спасибо большое. А сейчас я хочу предоставить слово Гульжан Абдикеримовне. Вот. Она у нас глава Губинского округа, да? Или опять? Да. Ага. Да. Я думаю, я представлю. Спасибо большое, вас очень плохо слышно. Всем здравствуйте. Я очень рада и благодарю вас за приглашение. Сегодня, на самом деле, исторический такой момент, когда две большие республики, Казахстан и Якутия, смогли вместе вот мост дружбы наладить. И эта дружба идет испокон веков, и это очень для нас почетно и важно. Если говорить о себе вкратце, я родилась в 80-м году в городе Туркестане, но выросла в Волгограде, да, в Волгоградской области, живу последние 15 лет в Якутии, замужем за сына народа Саха. Практически, вот как Марат Жнаевич говорил, Зоя Аскаром тоже, вот, так скажем, невестка земли Аланхо, я практически тот же путь и как бы прохожу. Работаю я последние 10 лет в администрации города, сейчас являюсь главой управы Губинского округа. По общественной нашей деятельности, конечно же, мы поддерживаем нашу казахскую диаспору Алатау, поэтому с удовольствием участвуем в разных мероприятиях, которые проводит у нас Дом дружбы народов имени Алексея Ильича Кулаковского, где все абсолютно национально-культурные объединения совместно проводят деятельность для того, чтобы нести в массы, нести именно традиции, культуры своего народа, чтобы люди знали об этом, но прежде всего наши дети и уже последующие внуки. Поэтому спасибо большое, и очень рада видеть земляков, очень рада видеть наших товарищей, что сегодня такой диалог здесь проходит. Всем творческих успехов и, главное, крепкого здоровья. Вы нашли в своем сложном графике время и присоединились к нашей конференции. Очень большое спасибо. Саят Камшигет так и сказал, что значит, его куда-то позвали, и он пока я не вижу его в участниках. Предоставляем слово Николаю Егоровичу Винокурову, Урсуну, поэт, критик, переводчик, составитель, краевед, заслуженный работник культуры республики, лауреат литературной премии «Аллаш», лауреат государственной премии имени Аюнского. Николай Егорович, и, как я знаю, читала его книги, он 6 раз был в Казахстане, поэтому он у нас самый-самый вот именно знаток. И он человек энциклопедических знаний, он не только знаток Казахстана, он знаток вообще всего и литературы. Пожалуйста, Николай Егорович. Қымбатты қазақ достар. Мен Саха Якут халқының үлкен сәлемін тілеймін. Я ездил в Казахстан 6 раз. Первый раз я поехал на 70-летие поэта Аксакала Абдильды Таживаевой. Потом в 80-м году это большой группой мы съездили, провели Дни якутской литературы в Казахстане. И в 81-м году я поехал и как раз посетил те места, где жил наш писатель Эрлиг Рестин в городе Чимкенте. Он где-то год он проживал в Казахстане, и в результате этого он написал повесть «Сыны
революции, об Урунбаевых. Эту повесть якуты читают на своем языке, и сразу можно понять, что образ казахского народа вот появляется и в его повести вот «Сыны революции». Так, и в 1986 году, когда я учился еще в Новосибирской бывшей спортивной школе, съездил в Казахстан, и после меня там, ну, в Алмате были брожения, и поэтому, когда я вернулся в Новосибирск, надо мной смеялись, что ты готовил, наверное, там в Алмате. Вот такие события. Но потом в 90-х годах мы съездили ныне умершим народным писателем Василием Харасхалом, побывали на местах, где жил и работал наш Максим Амосов. В Северном Казахстане были, в Петропавловске были, посетили его музей и так далее. И в этом году я съездил по приглашению Турсунай на его творческий вечер, который был проведен в Алмате. Вот 6 раз вот моя повестка. Ну, я должен сказать, что когда мы в 80-м году первый раз поехали, нам, конечно, показали исторический музей. Я очень долго осматривал вот эту фигуру золотого человека Алтан-Адам, и для меня это было открытие, и это почти первое посещение вот это, и увидев Боина Саха, называется Боин Саха, это называется. И мы сейчас вот Николаем Алексеевичем здесь, вот в литературном музее имени Аюнского, начинаем экскурсии именно из «Золотого человека» Алтан-Адам, который был обнаружен вот, в кургане Иссы. Вот, и показываем рунические письма, которые были написаны в V веке до нашей эры еще. Тогда имели предки казахов руническую письменность. Вот. Эти были саки. Но в составе казахского народа я знаю, что казахи состоят более 40, это союз племен, около 40 народов, племен и народностей, в том числе самые главные, самые старшие, древние, можно назвать канглы. Вот все мои друзья, почти все из племени канглы, Коловек Турсункулов, Исраил Сапарбаев, и другие тоже, Турсунай Разбаев тоже оттуда же. И у нас в составе якутского народа самые главные племена, древние племена, состав якутского народа состоит из хангалов. То есть на якутском языке мы их называем хангалас. Хангалас. Об этом писал еще Коловек Турсункулов в своих вот этих книгах, что я пришел и увидел вот этот район, посетил. В начале района, вот только открытие на границе этого района, потом он сказал, что бегало посмотреть вот этот район, мне не надо, я сам кангаласец, поэтому я специально еще приеду посетить этот район. Но его жизни не хватило, и он последний раз не посетил вот Кангаласский район. Вот мои предки из древнего рода Байырку. Это народ жил на этих верховьях реки вот, Амур. Вот, их назвали Баегу или Байырку. И этот народ был вот этот, когда Хультеген ходил походом,
и он говорит, пишет в своей стеле, что мы воевали с БРК, и оказывается, они вот эти включили в свой состав войска БРК, и название этого народа изменилось немножко. Бай – это бай и по-якутски, и по-казахски. Бай – это богатый, РК – это название народа. Это РК так проявляется суффикс множественного числа Т, получается РК. И это приток Ангары, левый приток Ангары, называется Иркут. Это под названием от моего рода Иркут. Потом этот народ оказался еще через Алтай, пробился в Казахстан и стал не Иркут, а Иргын. На казахский манер этот народ называется Аргын. Вот в составе, по-моему, Кичи-Жус. Вот это. У казахов 3 жуса. Это Улу-Жус, Орта-Жус и Кичи-Жус. И Кичи-Жуса, вот, аргыны до сих пор они живут. И они древние предки вот моего рода, который сейчас называется вот, байгантайцами на якутский манер. Вот, поэтому об этом писал еще Платон Алексеевич Юнский. Он знал, что в составе якутского народа аргын, в составе казахского народа аргыны – это суть якуты. Он писал. Вот, и много вот этих малых племен, тоже название этих малых племен тоже совпадает якутским племенам. И якуты тоже составляют не один народ, а это несколько племен объединились под знаменем хангаласов и образовали другой народ, который русские дали название якут, а сами себе они назвали саха. Вот древние саки и скифы вот, попали, по-видимому, какая-то часть скифов попала в Якутию, и якутский народ в своем генетической памяти всегда держал в уме, что они саха. Поэтому мы сейчас называем, что республика Саха. Вот. Это тоже объединяет, это тоже соединяет с казахами, которые в древности своим пращуром предками считают тоже саки. Саки очень возвеличились, когда жили между реками Амударья и Сырдарья. Вот поэтому я нашел свою тему, вот как раз увидев Алтын-Адам, я написал стихотворение музея, вот, и что наши эпосы тоже, наш богатырь тоже так же одевается, но не в золотые доспехи, а в серебряные. Так что это есть, ну, мы знаем, что вот эти саки, которые жили вот на Алтае, их назвали пазрыксами, они тоже вот, не золотые, а примесь золота и серебра они любили. А якутский народ в древности любил серебро, возвеличивал только серебро. Это женское украшение все делалось из серебра, лука, седла тоже делалось из серебра и так далее. Поэтому это тоже, по-видимому, вот сколько веков это прошло, но это якуты до сих пор вот это сохранили вот, украшение древней якутской женщины, вот это звериный стиль, который был распространен среди скифов, саков. Вот. У меня есть друг Исраил Сапарбаев, которого я посвятил стихотворение на якутском языке. Исраил это называется, Исраил жиры по казахскому языке будет. И это стихотворение сделал песни, написал мелодию наш композитор, наш друг Аркадий Самойлов. И эта песня поется
но я хочу прочесть просто стихотворение на якутском языке Исраил Рета. Доғырбар қазақ поэтігер, композиторгер Исраил Сапарбаевқа. Исраил Рета сүрек қылын тарияр, истен ейесіп күстарын ұлатар, түг онны дұрған дикті қолбағыға, ити Исраил Ретна бұлаңа арманым. Арманым, мен ұрасанам, тапталым, әйеқті бетақнарын тұлым, әрінегін ейгіна бұлыға, көміс пөстақ көрігейім талпарым, арманым. Ичуге әрін күміданныгар, олағыңын әрілгенін бұйығар, бигдемесі отығыны хиен ұрасанақ күнатығыр ұйдарар, арманым. Қас кеге ай бар болын үрі, күтін сүрін бұлыңар кестен үрі, түйіл бит күрдік үле білдер ұйар, үйдіңіға көк тұттыңаққа сұралар, арманым. Эти того не когда сразу пахандаграном, я передаю привет моему другу Исраилу Сапарбаеву. Спасибо большое, Николай Егорович. Николая Егоровича можно слушать вообще бесконечно. Его очень хорошо брать у него интервью, он всегда в курсе всех событий. И сейчас хотелось бы слово предоставить нашему гостю, тоже из Казахстана, Саяту Камшигеру. Он недавно приезжал к нам на фестиваль «Благодать большого снега», поэт, переводчик, журналист, главный редактор детского журнала в переводе на русский «Чистый родник», лауреат молодежной республиканской премии, отличник СМИ Казахстана. И что самое интересное, мы брали у него интервью для нашего канала, и Саят нас просто удивил, поразил тем, что он сразу начал читать стихи, которые написал именно о впечатлениях о Якутии. Пожалуйста, Саят, мы вас ждем. Спасибо вам большое. Добрый день, наши друзья, наши писатели, поэты. Рад вас видеть, рад, что встретились с вами тоже по Zoom. Я вот внимательно слушал вас, очень хорошие слова вы говорили. Меня слышно, да? Да, слышно. Я первый раз был в этот раз в Якутии, в республике Саха. Мне очень понравился ваш обычай, история, ваше дружелюбие. И после этого я написал цикл стихотворений. Я вот начал переводить стихотворение Семена Данилова. Недавно я был у вас, когда в Якутске, в издательстве «Аяр», я в гостях был. Там спросил я, которая книга, вот, самая читаемая книга у вас. И они сказали, что вот такая книга «Исповедь исчезнувших», это автор Дьячковская Нина Егоровна, самая читаемая книга, оказывается, в Якутии. Многими тиражами опубликовала эту книгу, издалась. И мы вот работаем тоже в издательстве «Алтын Сақа». «Алтын Сақа» — это детские издательства. Ну, мы вот начали переводить эту книгу «Исповедь исчезнувших». Теперь у нас будет тесная литературная связь с вами. И вот, когда я был у вас, Николай Лугинов Алексеевич мне дал вот эту книгу. Я тоже прочитал эту книгу на дороге. В аэропорту я читал. Вот эту книгу тоже хочу переводить. И когда вот встретился с Николаем Егоровичем, он мне дал вот эту книгу «Алданский камень». Я в будущем буду переводить тоже эту книгу. Сипат Хамалга мне дал вот эту свою книгу. Я тоже прочту. Елена Слепцова-Карцунах мне подарила свою книгу. Мария Алексеевна Арлы-Дуйдах
Я вот с ней встретился в Узбекистане, в городе Хиве, в Ургенче. Мы вот там познакомились. Я когда был в Якутске, она тоже присутствовала в этом фестивале. Она подарила мне свою книгу, стихотворение. В будущем могу тоже переводить. Я вот думаю, что якутскую литературу буду переводить и поэзию, и прозу. Первая часть будет поэзия, вторая часть будет проза. Гаврил Андросов тоже подарил свою книгу, тоже хочу переводить. Рустам Каженкин дал мне книгу, и они дали песен нового тысячелетия, сборник современной якутской поэзии. Вот эта книга меня тоже интересует. Вот эти книги в будущем я буду переводить, буду в тесном связи с вами. И хочу вот стихотворение Сергея Данилова «Снег» прочитать на казахском языке. Қар. Досым сенсең, қардан қуат алдым мен. Қарда туған ең бақытты жанмын мен. Тағдырым да менің қарға байланған. Ырысым мен бағым қарға айналған. Қарда басқам ең алғашқы қадамды. Думандатып мынау байтақ ғаламды. Аспан деген періштелер тұрағы ауық-ауық қар жауғызып тұрады. Қыста аппақ мамықтайын бар әлем. Жаным бірге қар жастанған даламен. Қар ғой менің мұңдасым да сырласым. Қар күлкісін бар тіршілік тыңдасын. Қар жауғанда періштедей тазамын. Аппақ болып бұрам көптің назарын. Ізім қарда мөр басқандай қалады. Күллі елге ұлпа сәлем тарады. Қардан шыққам, одан ешбір қашпаймын. Жұмбақ тылсым әлемге жол бастаймын. Мен де қармын, ақ ұлпаны дос етем. Ей жарандар, бақыт деген осы екен. Спасибо вам большое. В будущем будем развивать литературные связи с вами. Народ Саха и казахи всегда будут вместе, будут дружить. Мы с вами родня. Спасибо большое. Такое замечательное выступление, такие замечательные новости для наших писателей и поэтов. Спасибо огромное вам, Саят, за такое внимание к нашей литературе, к нашей поэзии и прозе. А теперь у нас есть последнее выступление. Значит, одна очень молодая певица, она родом из Казахстана. Когда я ей сказала, что у нас будет такое мероприятие, она сказала, можно я выступлю, поздравлю, вот, и, пожалуйста, вот. Ее звать Надина Эльпис. Надина Эльпис, она родилась в Казахстане, в городе Зыряновск. Но всю жизнь прожила в очень далеком, холодном, северном Абыйском улусе. Вот что интересно. Надина Эльпис, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Замечательно поет, она великолепная актриса, очень хорошо поет, участник многих международных российских фестивалей. Сейчас вот у нас подключит ее. Что? Ага. И Добрый день. Приветствую всех участников сегодняшнего зума. Меня зовут Надина Эльпис. Я тоже сама являюсь уроженкой Казахстана, но всю свою жизнь я прожила практически с переездами то в Казахстане, Восточный Казахстан, то в моем родном городе Якутске и в моем родном районе Абыйском, районе Северного Арктического региона Республики Саха-Якутия. Сама я хотела бы передать большой привет моим казахстанским землякам и пожелать им всего самого хорошего, потому что действительно Казахстан для меня является неотъемлемой частью моей жизни. Я очень люблю Казахстан, люблю культуру Казахстана, людей гостеприимнейших Казахстана, которые всегда очень хлебосольны, доброжелательны, всегда очень
хорошо относятся к гостям, к своим. Я обожаю свою землю, на которой я родилась, и каждый год буквально до пандемии ездила всегда на родину, Восточный Казахстан, а также у нас есть много друзей в Астане, в Алма-Ате, среди музыкантов, среди разных людей различных сфер. Поэтому для меня Казахстан — это не неизвестный регион, это совсем родной и очень важный для моего сердца. Отметила бы, что Казахстан очень богат своими писателями, своими музыкальными композиторами, чего стоит только композитор Курмангазы, его знаменитый Адай. И я пожелала бы всем всего самого хорошего, чтобы действительно наш тюркский язык, который действительно является родственным, да, якутский, казахский язык, да, также я еще изучаю наравне с языками, еще изучаю турецкий язык, еще изучаю азербайджанский язык. Для меня это очень интересно. Сама я, конечно, как вы видите, наверное, я сама славянской национальности, то есть у меня литовские корни, но я выросла среди такого населения, поэтому я свободно владею якутским языком. Но так как мне в Казахстане привелось жить не так долго, и я постоянно переезжала, к сожалению, казахский язык я не успела выучить, но очень люблю этот язык, и если я слышу казахский язык, я частично его, можно сказать, понимаю, я даже могу понять и перенять смысл, да, то есть наши языки родственные, и я считаю, что изучать языки друг друга, да, как анализировать, смотреть, какие общие, да, какие есть общие интересные там, не знаю, для лингвистики моменты, все это изучать, мне кажется, это очень интересно, да, поэтому я передаю всем огромный привет и желаю всем самого всего хорошего. И пусть наши регионы, наши языки, наши народы обязательно дружат между собой. Спасибо большое Надине Эльпис. Замечательная она певица. Жалко, что она не спела, но думаю, на следующей встрече она обязательно нам споет какую-нибудь казахскую песню. Все, спасибо. И сейчас у нас последний момент нашего мероприятия. Это, значит, в нашем музее, вот как мы говорили, уже вот столько, значит, было казахских делегаций, и столько выезжали наши писатели, поэты в Казахстан, и у нас очень много фотографий и очень много замечательных эксклюзивных экспонатов. И поэтому сейчас вот наш сотрудник музея Нюргуяна Халгаева, она проведет небольшую виртуальную экскурсию. Пожалуйста. Вот последний момент нашего мероприятия. Саха делегацията Казахстан норотугар баран онна бәлерин литератураларын, искусстволарын көрдүрен, кепсен, дордахан кербиттере. Оланна Софрон Данилап кене отчуларга сурьячылар хоюстарын председателе эте, онна кене отутча хуриячылар болан барбыттара. Онна бу Казахстан сиринен бу кенделемен истеп конулах Казахстанга түйет обалахынан арақсаннар делегациялар хыджыбыттары бит. Бихе музей битигар ол оны тоғылыр кепсир қартыскаларынан түгеннер балылар, онны баран келеннер бу икки народтар, братты народтар казах, онны хақа херен бәйбәлергер әғарделіхен, бәйбәлерін айныларын ыллам тойян тылбастахан, бәйбәлергер мақталарын білдерен сувенирдары біліқтәбіттерін бихи музей бит фондатыгар баллар. Оттон бихи кепсатак битне бу марыннахар өрттереден этер боллах битне сака литературатын айыр агата өксөкулах өнөксөлбүт кини Пушкин поэзиятын сүрүн стихилерден статьяттан онна Лермонтов демонтан сакалы тылбастан сагалабы дебит боллак битне казах сурьячта Абай Кунанбаев казахты ан маңнайгынан эме Пушкины Евгений Онегинтон бахатардан онна Лермонтов коханнарын тылбастабы дебит. Эме бир хамарынахар түгенген болар эбит. Советская литературалар бытын түрттәбит.
Платон Алексеевич Оюнской олого, онна казах литературатын, советской литературатын түрттәбит, Сакен Сейфуллин әме марыннахар өрттердәк әбит. Ол күрдік кинлер еккен өктәп революциятын оруйдан айқаллан ыллабыт тойбыт. Онна бу республикаларыгар улақан әлбәк қамсағыны оңыран қаларбыт жонлар болалар. Оны дағынан Саха-народный поэта Серафим Романович Кулачиков эллей. Кені Москваға журналистика институтугар үйеріне халжан чугас доғырынан бол бұдабет казах хурьячта Ильяс Джансугуров. Кені 1930 сыллаққа эллей Казахстан дойдутугар бұл доғырын дойдутугар баран кен істеп, нәлімен істебе баран көрен, қайларын көрен. Келин доғырғар Ильяс Джансугуровка Советский Казахстан тойықсы туғарден анан кығыларыне туғынан пайымын бечаттеп бітебет. Бұ баран келбіттерін туғытынан өсі болалар. Бейі музей бітігар Казахстантан илже келбет бу маннык делегации Якутской АССР от трудящихся Джесказганской области ден бу маннык промкомбинат касылжыбыттарын көрдірер сувенирдер баллар. Бу Джесказган ден кора тебет обалас кине кора тебет манна Джес алттаны костур промышленный улахан комбинат бары бит. Тух өммяк металлы костан чөпчө жес алттаны костан оннук үлелилер бит. Жес казганден сакалыта жес алттан жес ден алттан оны казганден костур кастыр ден тылтан таксыбыт жес казган көрөт бит. Ол онна бара жыптарын туһатынан онна себо Анастасия Серемятникова кине альбом оңор бит, онна бо музей битер белехте бит. Манна олус сетихилектик үчүгейди жыбыттар. Бу Анастасия Серемятникова, Аммат Чыгая, Болот Батур, Леонид Попов, Сергей Шевко боланнар бир делегацияга түбәһеннәр Джес Казганга бараннар бу олороллорун көрөгөт. Кенгелемен стептернен, чабаннар юрталарынан жыбыттар. Аны туран боллагана ары бирде кинлер стокка бары бирге олоран ахылыр докторуна амма ачыгыйгар улакын багайы баран төбөтүн тыктаннар агалан бербиттерин үйөрө көтө бу кинигетигер статьятыгар Анна Савишина соруяр. Семен Руфов делегация салаячта бит ити тылайда турарын көрөгөт. Ол курдук бу Казахстан партиятын, коммунистической партиятын төрттемите 6 сылыгар аналлах терехин болан бу орак сака сериттен түр омук тиен кинлерге ылжыттабыты ол курдук Казахстан үлехит народ рабочайдаргар сапкостарынан эдерчаты кытта көрсүбүттер. Ол тугунан бу умнулубат көрсүгүлерден агуган бир хыллакка эти Казахстанга сылжыбыттарын көрдөрөр киниге бар. Этинне бары суриятчылар Казахстанга сылжыбыт суриятчылар бээлерин актыларын, саналарын, үйөрөн көтөн астынан сылжыбыттарын тугунан сехили сурьяллар. Софрон Данилов биллер романа сүрәхтәбәрен тухары казах тылынан тақсыбыда бейли музей бітігір әме бұ бар. Онтан келін бұл ағуған сыллаққа тығы суғына дән сақы пайеттерін қоғаныры қоморынныға. Николай Винокуров Орсун, Моисей Ефимов, онна казах урячыт чыта куандык Шаң Ағытбаев болан тахар бұттар ағуан сыллаққа.
Онутағынан сказах народ аттон эме бәйді народ тылынан усуран айымнита бай кинер тон этеллеринен бу кылбыра ылжытты жалартактарына юртага киддилер эре бары домбыраларын ылан тоян каннык багарар кихи наха чугайдык ыллыр тояр эбит ол тухунан эме хурибыттар бу бияка фонда бытыгар өссө бар эллей қалаты. Манды кенеққа әмейді казах нұрота бәліқтәбіт. Түбетейкілях. Ол күрді ғыттан Қазақстан нұрота оңқаттан, әрлі кәрістен сағаттан доғырдығын, түйді ұрақ бәйбелерден сытталар, бұл нұроттар литератураларын, искусстволарын, бәйбәйләрен қаңатыһаллар, онна маннык сурьячылар күн тоғырдыһаллар. Спасибо. На этом спасибо большое за такую интересную виртуальную экскурсию. И если, может, кто-то хочет из участников нашей онлайн встречи что-то сказать, пожалуйста, можно высказаться. А если нет, значит, мы уже тогда заканчиваем нашу такую приятную встречу, потому что мы как будто побывали, ну, мы уже люди более старшего возраста, как будто в Советском Союзе побывали, да, Николай Егорович? Поэтому очень приятно было побеседовать, встретиться с друзьями из Казахстана. Спасибо вам огромное всем, кто принял сегодня участие в нашей конференции. Наша дружба горячим дыханием, как солнцем полна, наша дружба сегодня – это горячее завтра. Очень хорошие стихи замечательного поэта Алексея Михайлова я взяла. Қазақтар сау болын, бақыт болсын. Ал, Орсын мырза, сау болыңыз. Вот. Спасибо. Аман есен болдыңыздар. Всего доброго. Спасибо вам большое. Марат. Участие. Спасибо. Рахмет, Гольдер, сіздер аман болыңыз. У меня просто еще одно предложение будет вам. Вот Зоя Аскарова, она переводить начала песню «Якутяночка», знаменитая песня якутская. Да. Она на русском языке есть, на якутском. Я вот хотел бы, чтобы вы перевели на казахском языке. Мы здесь поем эту песню и будем на казахском петь. Вы как специалисты переведете, отправите к нам в музей. Это будет подарок для нас, для казахов Якутии. Она музейда кістерді бар ғой, сол жіберді. Ну, ваше предложение, интересное предложение, да ведь? Якутяночку перевести. Да. Якутяночку на казахском языке. Она бірінші куплетін бастаған Зоя Аскаровна. Со марқым не етпей қалды ғой. Да, Зою Аскаровну тоже помним, мы все помним. Она раньше возглавляла вот казахскую общину, была очень деятельным человеком. Ее знали все в республике, очень многие люди ее знали. Зоя Аскаровна супруг Василий Яковлевич 25 лет в казахфильме работал, документалист. В казахфильме, да. Один из первых якутов, который работал именно на казахфильме. Очень известный тоже наш кинематографист. Да, спасибо, что мы их вспомнили, Зою Аскаровну, Василия Парфенова. Спасибо. Всем спасибо. До свидания. Да. Всего доброго. Все, заканчиваем.